Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 ноября. Это понедельник. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди в двух частях по 6 знаков. Это первая часть, знаки от Овнов до Дев. Смотрим Овны. 6 ноября, понедельник. События. Первое, что я увидела, это цветочек. Исполнение желания может быть у вас в понедельник. Подарочек. Также, смотрите, еще выпадает коробка. Конверт. Получение подарка. Может быть, получение какой-то информации, смс-ки, сообщения, может быть. Так, и проверяем с вами строго горизонтали и вертикали еще. Смотрим, что здесь. Есть по горизонтали месяц. И проверяем вертикали. Здесь нет карты, здесь нет, здесь нет, нет, нет и здесь нет. Получается, в этот день у вас 4 события. Первое — исполнение желания, получение подарков, ну или дарение подарков, получение новости, сообщения, известия, посылки и события, которые повторяются каждый месяц, тоже может быть еще в понедельник у вас. Вот такая информация, Овны. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к Тельцам. Сейчас будем смотреть, что у Тельцов. Тельцы. 6 ноября. События дня, Тельцы, понедельник. Якорь пропустила. Якорь — это остановка где-то надолго в этот день, в понедельник. Колокольчик, смотрите, здесь два варианта, да, то есть либо цепь, либо колокольчик. Я увидела его, оставляю, это разговоры. Цепь — это нерешенный вопрос. Если вы цепь увидели, тогда у вас она проиграется. Змея. Бокал, застолье. Успех. Лавровый венок. Так, и проверяем с вами горизонтали и вертикали еще. Череп есть по горизонтали. Это может быть ухудшение самочувствия. Кстати, змея может медика показывать. Ножницы есть. Ножницы — решение вопроса. Так что даже если вы цепь увидели, нерешенный вопрос, он у вас все равно решится в этот день. Так, и здесь нет. Получается, по якорю первая половина дня где-то, скорее всего, что вы на несколько часов бросите якорь, будете находиться в одном месте. Дальше будут пустые разговоры, застолье, решение вопроса успешно, да, для вас будет успешным. Будет общение со змеей. Очень часто это человек, который
делает нам больно, да, то есть пытается нас задеть, ужалить, сказать что-то неприятное. И может быть ухудшение самочувствия. Ну, либо в вашем случае, да, то есть это может быть медик, который делает, может быть, какую-то неприятную процедуру, может быть, так еще. Вот такая информация для вас, тельцы, на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 6 ноября, понедельник. События для близнецов. Чемодан, первое событие. Временная разлука. Змея еще есть. У вас есть события, которые выпали по диагонали, да, то есть как бы смещение пошло на одну карту. Так, и проверяем горизонталь, вертикаль. Может быть, еще что-то я найду. Горизонталь нет, вертикаль нет. Нет, шарики нельзя. Нет. Успех есть по вертикали. И есть еще прибыль, сундук. Ну, 4 события, в принципе, и немало. Значит, смотрите, что у вас выпало. Чемодан показывает, что в этот день будет временная разлука с кем-то. Змея показывает общение с человеком, у которого длинный язык, да, то есть он умеет ужалить, да, сказать что-то неприятное, поэтому вам надо быть готовыми. Дальше вас ждет успех в делах, в работе. Возможно, змея может показывать зависть, да, то есть кто-то завидует и пытается вас задеть, да, то есть завидует вашим успехам. И финансовые поступления. Возможно, успех принесет вам финансовые поступления. Так что вот такой день. То есть из минуса у вас только змея выпала. Благодарю за внимание, близнецы, и перехожу я дальше к ракам. Раки. Смотрим. 6 ноября. События дня. Дорога у вас выпадает, машина. В понедельник можете куда-то поехать. Тайная встреча. Поездка на какую-то тайную встречу. Надежда, подсвечник. Колодец, печаль. Ожидание. Кораблик. Так, смотрим здесь.
Любовь еще есть для сердца. Получается, в этот день у вас дорога, тайная встреча, свидание, все хорошо в личной жизни. Может быть, какой-то сюрприз, да, то есть от любимого человека, как вариант. Подсвечник, кстати, может еще романтик показывать, да, то есть романтичное свидание. Из минусов ожидание, долгое и нудное, и разочарование, печаль тоже может быть. То есть вы можете быть чем-то очень расстроены и опечалены в этот день. Вот такая информация для вас, раки, на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Львы, 6 ноября, понедельник. События дня, львы. Дерево, первое событие, приглашение. Удачу нельзя уже. Весы. Колебания, сомнения. Казенный дом — это госучреждение. Может быть, какой-то выбор будет в госучреждении в этот день. Лебедь, верность. Месяц. И успех. Смотрите, да, в казенном доме ждет успех. Возможно, вы каждый месяц ходите в госучреждение. Да, то есть это такое цикличное какое-то событие. Так, и проверяем, что у нас еще здесь. Якорь еще есть. Возможно, вы проведете в казенном доме очень много времени. Якорь показывает минимум несколько часов. Заякоритесь там. Змея по вертикали. Змея, да, то есть кто-то может вас задеть, съязвить, сказать что-то неприятное в этот день. Бокал нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, вы получите приглашение в этот день. Будете стоять перед выбором, весы, да, то есть два варианта, и вот есть такие метания, да, вот этот вариант или этот или этот. Дальше посещение госучреждения, успех, да, то есть какой-то хороший результат. По якорю несколько часов проводите в каком-то месте. Событие, которое повторяется каждый месяц, будет. Гармоничные отношения в паре и общение с каким-то человеком язвой. Вот такие события для вас. Ну, самое главное, да, что вот в казенном доме, это в госучреждении будет какой-то успех у вас. Благодарю за внимание, львы. И перехожу к девам. Смотрим, девы. 6 ноября. События дня девы.
Не вижу событий. Первое, чемодан. Первое событие. Временная разлука. Угу. И печаль, смотрите, ложится с чемоданом. Сильные переживания. Интимная связь, кровать. Кровать еще может быть желание пораньше лечь спать, да, то есть, возможно, вот эмоциональная такая выжатость, да, после этой печали. И ничего не хочется, хочется просто лишний часик поспать. Нерешенный вопрос, еще цепь есть. Так, а здесь нет. Получается 4 события, из которых первое событие — временная разлука, расставание или встреча после долгой разлуки, еще может быть разочарование. Но опять же, разочарование может быть от нерешенного вопроса. Ножницы, видите? Да, то есть не совпали ножницы. Вопрос не решится, может быть, из-за этого будет разочарование. И тут два варианта. Либо это будет интимная связь, да, либо это будет желание отдохнуть вечером, пораньше лечь спать. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку оставила внизу в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся во второй части.